проблемы безопасности дорожного движения обсудили на заседании правительственной комиссии. По словам специалистов, основной причиной увеличения ДТП является отсутствие дисциплины на дорогах, как со стороны водителей, так и пешеходов. Не осталось без внимания и зимнее содержание республиканских дорог. В целом, к сезону автомагистрали и уборочная техника готовы. Кроме того, участники совещания обратились с идеей проведения профилактических бесед со школьниками и родителями. Во избежание детского дорожно-транспортного травматизма чиновники предложили обеспечить ребят светоотражающей одеждой, которая будет по карману каждой семье. Сейчас у нас произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий по федеральной автодороге. По городу Владикавказ у нас идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Сейчас идет работа, потому что по сокращению стационарных постов и весь личный состав, который будет высвобождаться с этих постов, мы будем задействовать в режиме патрулирования. И это, естественно, повлияет на дорожную обстановку. Представитель Евразийского движения, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Коровин посетил Владикавказ. На встрече с депутатами городской думы политолог говорил о том, что народы не должны обосабливаться друг от друга. Кроме того, одним из инструментов борьбы с сепаратизмом на Кавказе чиновник назвал устранение формальных атрибутов национальных республик и жестких административных границ между ними. Рабочий визит Валерия Коровина длился 3 дня. За это время он пообщался со студентами исторического факультета СОГУ, встретился с представителями власти и общественности. Если вот это формальные атрибуты национальных республик, так называемых, будут устранены, а народ и этнос станут субъектами федерации, например, в составе Северо-Кавказского края, то мы, в принципе, изымаем тогда элементы сепаратизма. В Манеже прошла выставка товаров и бизнес-услуг. При поддержке Министерства предпринимательства и инвестиций более 200 бизнесменов получили возможность развить свое дело. Свои бизнес-продукты выставляли те предприниматели, кто уже прошел конкурс государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На выставке побывал министр Алан Диамбеков. Напомним, по программе поддержки и развития малого бизнеса Министерством предпринимательства было выделено свыше 70 миллионов рублей. 63 были направлены на бизнес-проекты, а 10 на социальные. Главным образом заинтересовали проекты в сфере народно-художественных промыслов. Есть, конечно, интересные проекты и в сфере печатных изданий, да, то есть какие-то детские издания и так далее. Авиакомпания «Победа» запустила продажу билетов во Владикавказе. Минимальный тариф полета в одну сторону рейса Владикавказ-Москва составит всего 999 рублей без учета такс и сборов. Полеты начнутся 26 декабря. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиаперевозчика www.pobeda.aero или через колл-центр. В парке авиакомпании будут задействованы новые узкофюзеляжные самолеты Boeing 737-800NG, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. «Победа» создана компанией «Аэрофлот» для обеспечения низкобюджетных перевозок пассажиров вместо добролета, остановившего полеты из-за антироссийских санкций Евросоюза. Проект календарей «Аланта» уже обрел популярность среди жителей Владикавказа. Его создатель Сослан Батыров сообщил, что календарь появился для того, чтобы люди узнали больше об Осетии и захотели посетить этот прекрасный край. Идеей проекта автор поделился с художниками и фотографами. Они с радостью предоставили свои работы для создания календаря. Тираж в 1000 экземпляров издали на частные средства. Выручка от покупки календарей пойдет на развитие парка ангелов в Беслане. Многие жители Северной Осетии уже успели приобрести издания с красочными иллюстрациями. Они приняли участие во флешмобе в социальных сетях, тем самым призывая друзей поучаствовать в проекте. Вот мои друзья по Фейсбуку, там очень многие уже покупают его, фотографируются, присылают фотографии, тоже как-то принимают участие в этом проекте. Ну, я надеюсь, что не только те, кто в Фейсбуке, и те, кто лично меня знает, примут участие, но и в принципе просто люди, которым эта тема близка или просто которым календарь понравится, тоже купят этот календарь и тем самым не только купят себе календарь на Новый год, но и внесут свой маленький пассивный вклад в общее дело, в развитие парка ангелов.